Экстремизм, терроризм являются наиболее сложными социально-политическими проблемами современного общества. Им присущи насилие и угроза, однобокость восприятия проблем и поиски путей их решения, стремление навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование толерантности и компромиссов. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профработы среди молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения. Вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди молодежи. Поэтому задача всего общества – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и веротерпимости, что необходимо для обеспечения безопасности в целом. В этом особо важна организация слаженной работы государственных учреждений, общественных и религиозных организаций. Перед студентами выступили представители ветеранской организации «Духовенство». Председатель Совета ветеранов, полковник в отставке Рашид Идрисов ознакомил присутствующих с политической ситуацией в мире, сделал подробный анализ возникновения незаконных формирований. Директор кинотеатра «Мир», председатель молодежного парламента Идель Османдяров привел статистические данные по итогам анкетирования среди учащихся и студентов образовательных учреждений города. По этим данным, наша молодежь достаточно патриотична, однако некоторые ответы говорят о том, что у студентов недостаточно знаний и представлений о мировой опасности. По мнению представителей духовенства, профилактику нужно начинать с прививания людям с малых лет доброты, толерантности и укрепления межнационального согласия, что и пропагандируют все традиционные религии мира.